Дуслар барыгызга салям. Всем привет, вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. И сенмесис дуслар. И сегодня мы хотим поговорить про имена, про тюркские имена, про фамилии, про то, как они появились у разных тюркских народов. Я думаю, что будет очень интересно, и мы наконец выясним, Айнур это все-таки мужское или женское имя. Я предлагаю начать все-таки с татарских имен, мы все-таки как-никак YouTube Татарочки. Так вот, татарские имена по своему происхождению делятся на такие три большие группы. Исследователи, которые занимаются там топонимикой, фольклором, выделяют три большие группы. Это доисламские имена, это, собственно, мусульманские имена и советские. Вот навскидку, Айнур, можешь назвать пример какого-нибудь доисламского имени? Слушай, вот интересный момент. Исламский, понятно, это все там Исмагил, Загидулла, Асадулла, Габдулла. Советский тоже понятно, это все Ильмир, Ленар, Ренат. И доисламское, это должно быть что-то чисто тюркское, значит, правильно же? Да, это такие слова там используются, которые, в принципе, другим тюркам тоже понятны. Ничего не приходит в голову. Я знаю, что у нас есть тюркские имена, например, Гузяль, Айнур, Алсу, это тюркские имена, но их нету у наших бабушек, они, то есть, все равно как бы относительно свежие. Нет, они так и относятся к доисламскому периоду, а почему их нету у наших бабушек, это мы узнаем, когда я буду рассказывать про исламские имена, мусульманские. Хорошо. Так, погнали. Ты правильно назвал, что доисламские имена это вот Алсу, Айнур, Гузяль и все такое, и еще доисламские имена можно узнать по таким корням. Тимир, Бай, Бике, Ой, Тан, Алтын. Сейчас, в принципе, такие имена тоже используются. Я думаю, ты можешь легко придумать такие примеры. Но еще исследователи вот в этой группе доисламских имен выделяют булгарские имена. Вообще, кстати, очень интересный вопрос. Мне на ум приходят только те имена, которые я знаю вообще, в принципе, из историографии. Например, там Алмуш-хан был. Но я ни одного Алмуша другого не знаю. Да, среди, то, что в книжках написано, булгарские имена называют булгарскими Айсылу, Туйбике, Бикташ, Биктимир и Кугарщин. Вау. Айсылу, я знаю очень много Айсылу, но не знаю ни одного Кугарщины. Кугарщина, как-то, да, не осталось у нас в традиции. Там имен не так много осталось в той стороне истории, если мы представляем историю как линию, да. Мусульманских имен, соответственно, больше и дольше они использовались и как бы глубже укоренились в татарской культуре. Надо сказать, что не только в татарской, но у всех народов, которые тут вот рядом с нами проживали и приняли ислам, эти имена можно встретить. Самое простое и, наверное, самое распространенное мусульманское имя — это все-таки имя Мухаммед и все, что от него было произведено. Вот у тебя есть родственники с именем Мухаммед? Алсу представляешь, но нет таких. Серьезно? Да. Вот у меня дедушка, мамин папа, он Мухаммед Ша. Вот так вот решили его назвать. И мы все его всегда называли Ша-бабам. И в какой-то момент, когда мы начали познавать мир, мы, в смысле, дети, там, двоюродные и все такое, мы осознали, что Мухаммад Ша — это примерно как парикмахер Ша. Для нас это было какое-то открытие невероятное. А для меня лично это какой-то пример вот этой вот, русификации. Сейчас вообще очень модно. В интернете люди пишут о том, как они относились к своему родному языку, когда росли в России, в Советском Союзе. И вот из этого становится понятно, что как этот процесс русификации шел. И у всех с детства есть какое-то к своему языку какое-то такое, он точно не первый, он второй. У кого-то он какой-то вообще смешной. И тут даже имена наших бабушек, дедушек для нас могли казаться какими-то неправильными. Потому что вот моих тоже зовут очень странно. Но это не то, что неправильно, это просто так наложилось. Не то, чтобы мы над этим смеялись, просто мы это в какой-то момент осознали, такие, так тоже бывает. Это не стыдно, это не просто вот такой факт. А у тебя вот есть те, кто называли себя русскими именами, живя среди русских? У меня просто таких примеров нету в семье и среди родственников. Я сначала договорю прошлую мысль, что да, не у тебя конкретно, я имею в виду, просто хотел рассказать, что есть такое явление, что люди вспоминают, и действительно так и было. У меня тоже это
вот эта семейная история, она сочетается с официальной историей. Вот с этим моментом, когда началась прям активная русификация, она началась именно во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, когда очень много татар попали на фронт и оказались прям, они жили до этого в деревнях, оказались в русскоязычном пространстве. И у них с их именами, их было тяжело называть по имени, и их называли, ну, какое-то русское имя давали. Так моя бабушка Мининур, например, стала Анной. Вот. И на некоторых документах, когда мы ищем ее по различным порталам, где есть вот архивы, она где-то Анна, где-то Мининур, и Мининур, там, понятное дело, 500 вариантов написания этого имени. И, соответственно, она пришла после войны, и своих детей, своего первого ребенка, у нее всего было 9 детей, но своего первого она назвала русским именем. Валерий, это мой дедушка. И потом она как-то опомнилась и уже всех начала по-татарски давать. Вот, то есть вот этот момент, он четко прослеживается, как вот это вот повлияло. Да, это очень яркий пример. Вернемся к мусульманским именам, да, я назвала самое распространенное. Еще к мусульманским можно отнести Габдулла, Муса, Фатих. Кстати, вот если там проследить, самые наши там известные писатели, да, вот я, например, назвала сейчас их имена: Габдулла Тухай, Муса Джалиль, Фатих Карим. К мусульманским можно еще отнести все имена, которые образованы от имен Аллаха: Рахим, Газиз, Шакур. И вот имена, много таких имен, которые кончаются на Улла и Дин. Например, Габдулла и какой-нибудь Зайнеддин. Это тоже все мусульманские имена. И в это же время, когда в татарскую культуру приходят мусульманские имена, приходят еще и персидские имена. Все вместе с той стороны, кто туда ездил учиться, кто просто торговал с теми странами, привозил еще и там у себя в котомочке имена. К персидским именам что относится? Это имена Бану, Гульзаде, Серуэр, Диле и неожиданно Рустем. А еще, слушай, а у тебя есть там пункт с русскими вариантами, там типа Василя, Валерик? Василя, Валерик? Ну, это советский, наверное. Я знаю, что в Башкортостане есть такая мода, очень часто называют детей в татарских семьях Ирами, Светами, Сашами, Димами. Ира, Света, Саша, Алина, Лена, не Елена, а Лена. Не Аня, Ония, Лина, Ае, биг популяризм. Башкортостанда Вадим, Марсель. Почему среди наших бабушек не распространены имена вот до исламского периода? Потому что в конце 19 века духовное управление такие, надо в эту нам сторону тоже залезть. Мы сейчас всем расскажем, как нужно называть своих детей. И начали выпускать сборники с именами, которые можно использовать. И, соответственно, такие брошюрки для работы имамам местным, которые в мечети занимались именоречением, чтобы они выбирали вот только конкретно эти имена. Вот смотри, в списке запрещенных попали такие имена: Жеметей, Сурсенбай, Салбай, Кысбике. Это все вот тюркская история. Их назвали в этом циркуляре, в этой методичке бессмысленными и некрасивыми. А также не разрешили использовать имена с частью Осл, Тимир, Хуан, Бике и Эмир. То есть это вот был такой вот религиозный закон. Что же разрешалось использовать? Разрешали использовать Рамазан, Мухаррем, Сефер, то есть все названия месяцев по лунному календарю. Кроме того, все названия дней недели, да. Жумга можно было назвать ребенка, Душембе. Ребенок родился в понедельник, мы его называем Душембе. Родился он в пятницу, он будет Жумга. Соответственно, по методичке это было можно. Кроме того, желательными были имена с приставкой Габде. Габде – это раб, значит, раб Аллаха. Габде такой-то. Кроме того, поощрялось использование имен пророков, сахабов и родственников пророка Мухаммада, соответственно. Самое интересное, что в 2019 году местные там муллы, имамы и вот эти все чуваки, которые входят в духовное управление мусульман, пытались вернуть эту практику и насадить такую культуру, что мы называем, значит, они не остановились только на мусульманских именах, все-таки включили туда и тюркские, и называем в Татарстане только вот так.
только вот определенный список имен, при этом не включив туда никакие не казахские имена, не узбекские имена, не имена народов Кавказа, которые тоже исповедуют ислам. Пытались такую инициативу протащить, но, соответственно, ничего у них не получилось. Если ты татарин, приедешь в другой регион, ты все равно из какого-то вот набора имен ты всегда отличишь, что это татарское имя. То есть все равно у татар есть, татарское или как минимум башкирское. Ринат, Линар, Эльмира – это будто бы вот чисто татарстанские явления. Все, что ты сейчас назвал, это все относится к советскому периоду. То есть там до X века эти имена не использовали Ильмир, Ильшат и Ильгиз. И, соответственно, мы переходим к советскому периоду, о котором вот мы можем чуть ли не на пальцах говорить и рассказывать про этот период. Самая яркая черта этого периода, естественно, гонения на религию и исламские имена пытаются искоренять, что, кстати, не очень-то и удачно получалось, потому что, вот как мы только что сказали, да, у наших бабушек все-таки имена мусульманские. Хотя вот, например, у меня там бабушки, дедушки родились уже после 30-х годов, но все-таки вот дедушку назвали Мухаммед, никого это не покоробило. В это время прям огромным таким потоком идут имена европейские и имена социалистические. Почему-то ни у одного народа так не прижились эти европейские социалистические имена, как у татар. Я больше в таком количестве ни у кого не встречала эти имена. Некоторые говорят, что это связано с тем, что татары очень любили театр, очень было много переводных пьес, и они где-то там слышали какой-нибудь там Марсель, там еще что-то, и якобы это им в сердечко западало. Алсу, а я знаю такую теорию, что у татар принято, не называть человека именем, если у тебя есть какой-то знакомый. То есть всегда должно быть какое-то новое имя. Поэтому каждое новое поколение – это какой-то абсолютно новый набор имен. Но у нас в семье, по крайней мере, точно так было. Когда мы выбирали имя, если находился какой-то плохой пример, мы такие, да нет, типа этот мужик алкаш, значит, наш ребенок тоже сопьется, все, такое имя не даем. Это всегда тогда. Какое-нибудь имя предлагает, без ауылда улбарыйды, типа мы так не будем называть. В отличие, например, от русской традиции, да, когда отчества и имена чередовались, по мужской линии передавались. Так вот, к советским именам. Что пришло к нам в культуру? Линар. Линар, знаешь, как расшифровывают? Это моя любимая тема, из каких аббревиатур созданы татарские имена. Это просто иногда такое открытие. Линар. Ленинская армия. Но еще раз, я не всегда уверен, что вот эти имена, мне так казалось, что они действительно достоверно так расшифровываются. Вдруг это, взяли одно имя такое, и потом все вот так вот. Все исследователи имен говорят, именно даже самый главный, который написал об этом там кучу книг, и он прям признанный знаток, вот, как называется эта наука, именология? Пусть будет так. Я понял, хорошо. Вот меня больше всего вопросов всегда вызывала Эльмира. Правда ли, что это электрификация мира? Эльмира, да. Окей, ладно, что дальше? Рунар. Армия какая-то. Русская народная армия? Нет. Революция уничтожила национальную рознь. Дамир. Да здравствует мир. Даешь мировую революцию. Можно про Дамира в шутку вспомнил? Помнишь, мем такой ходил? Да. Человеку с именем Замир Закиев больше теперь в России типа капитально не везет. А у нас есть такие имена. Замир есть имя и есть фамилия Закиев. Да, это очень смешно. Да, продолжай. Лениза. Без понятия. Ленинский завет. Эмиль. Хотя Эмиль, знаешь, была такая Астрид Линдгрен, у нее был в книгах Эмиль из Лёнинберге. То есть она шведская, по-моему, писательница. Там у них это имя было, но в советскую традицию оно пришло как Энгельс, Маркс и Ленин. Неплохо. Имя Виль. Это Владимир Ильич Ленин. Да, это очень легко. Также после революции появляются имена с такими компонентами. Вот как раз про то, что ты говорил. Иль, Гюль, Нур, Нас, Фен. Вот Фен, вообще есть просто имя Фен. Человека назвали наука. Как? Кайф, я бы хотел, чтобы меня назвали Фен. Желательно еще Айфен. Айфенур. Ай как типа IT, да?
Ну, вообще классно, Айфенур. И еще появляется традиция после революции из мужских имен делать женские. И так появилось имя... Айнур, хочешь сказать? Да, Айнура. У нас, например, были такие парные имена в семье. Когда в семье рождается мальчик и девочка, там Рамиль, Рамиля, например. Есть у вас такая? Ильмир, Ильмира. Ильмир, Ильмира. Вообще еще у нас в деревне, это вот я всем рассказываю этот пример, когда заходит речь про имена, Дизель и Дизиля. Вау, если это можно было еще купить такие футболки на вьетнамском рынке, где написано «Дизель». Такая марка была раньше. Кстати, вот это тоже у татар очень интересный эффект, Да. что в семье детей называют вот реально как-то очень похожими. Обязательно Айнур, Ильнур, Ильвир, Ильмир, и вот у всех так. У нас в семье Да. точно так же Айнур, и догадайся, как зовут моего братишку. Да. Я знаю, как зовут твоего братишку. Ну вот, Айдар. Айнур, Айдар. Был бы третий, он был бы Айрат по-любому. У моей мамы в семье так. Маму зовут Халисе, а младшую сестру зовут Халиде. Тоже далеко не ходили, только букву одну поменяли. С советской темой мы покончили. Еще немножко про традиции, которые существовали в именоречении. Я уже говорила, что давали имена по тому дню, в который родился ребенок, но еще и давали имена по порядку, как ребенок появился в семье. Типа первый, второй, третий. На самом деле в русской традиции тоже были такие имена. Называли там ребенка Первыш какой-нибудь там, Первак, Пятерка, типа такого что-то. У татар тоже такое было. Первый это Теугильде, то есть Теукильде, первый пришел. Ахат, Вахид, это значит одинокий, первый, то есть первых детей старались называть вот так. Дальше оказывается Сонье, это второй или вторая. Суалися третий, Рабига четвертый, Хамис был такое имя пятый. И вот так вот называли дальше детей, сколько бы их там не рождалось. Видимо, когда было с фантазией проблемы, решали вот так вот выбрать имена. И еще... Почему с фантазией проблемы? Also, это концепция. Окей, хорошо. Возможно, те, кто выбирал так называть своих детей, не знали слово концепция, но это концепция. Еще мне очень нравится имя Тонсак. Вообще тансык – это жажда. Вот, например, вода для меня, вот воду я теперь сейчас очень хочу пить, у меня еще тансык. То есть ребенок, которого долго ждали, там, возможно, долго не появлялся ребенок в семье, его называли тансык. Еще есть такое имя Собан. Собан, знаешь, что такое? Ну, это от слова, это вот то, что сабантуй, сабан, плуг. Собан плуг, да, то есть если ребенок рождался во время вот этих вот работ, как они называются, полевые работы. Во время сабантуя. Ну или во время сабантуя, да, его могли назвать собан. И еще такой пример, его чаще можно встретить, он сейчас сохранился у татар, которые живут за Уралом, там в Сибири, и немножко в Центральной Азии тоже это можно встретить, это имя Ирмек. Это значит веселый, дающий утешение. Возможно, тоже там долго не было детей, или, возможно, первые дети умирали, да, и вот он наконец-то родился, утешил своих родителей, его назвали Ирмек. Нашла вот такой стих, который состоит из татарских имен, которые использовали в разное время. Давай попробуй его угадать. Ментимир Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдуллина, Софья, Ренат Ибрагимов, нет? В этом стишке нету фамилии, есть только имена. Татарларны татар иткән исемнәр бит милләт йөзе җисемнәр. Мин сылу, Айсылу, Сәрвинас, Айнас, Миңлебай, Минтимер, Габдулла, Фәрвас, Гомәр, Госман, Ибрахим, Закария, Гөлсем, Зәйнәп, Әлфия, Камария, Гөлсинә, Гөлназ, Гөлгенә, Гөлнәфис. Барчасының асылы гүзәл вә нәфис. Гали Әхмәт, Шахи Әхмәт, Мин Әхмәт, Кара Әхмәтле халкыма мең рәхмәт. Шихабетдин, Хисамеддин, Хайреддин, Сафа Гәрәй, Әхмәт Гәрәй, кемнән ким? Исемнәрнең көттәләре татарда. Бар Гафурда, Сөембикә, Саттарда, Айрат, Айдар, Илдус, Гыйлемдар. Татарларда шук-шук күркәм исем бар. Әхмәт, Мәхмүд, Хәмид, Фәрид, Әдһәм бар. Әхмәт Гали, Әхмәт Вәли дә бар. Энҗе, Мәрҗән, Гәүһәр, Җәүһәр, Фирәзә. Асыл ташлы исме асыл безләрдә. Илһам нур тулы иман нурлы йөзләрдә. Нур Ислам, Нури Хан, Гөлнур, Халисә, Нурбәнәт, Нурсылулар күп ирсә.
Галиулла, Сафиулла, Сейфулла исемнәре кире кайтса шәп була. Нәк исламша, мөселманча гамәл бу, нәк булгарча ва татарча әмәл бу. Булгарлыкка, булганлыкка кайту бу, ата-бабалар рухын яңарту бу. Зәвыклы, асыл исемнәр ярату бу. Тем, кто ищет имя для своего будущего ребенка, предлагаю еще раз переслушать это стихотворение. Возможно, вы там что-то услышите для себя. Дуслар, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Сегодня мы с вами поговорили про татарские имена, но у нас есть еще, пока мы готовились к этому выпуску, мы еще нарыли очень много интересной информации про тюркские фамилии. И если вы хотите, чтобы ролик про фамилии тоже появился здесь на канале, то обязательно напишите нам об этом в комментариях. Так и пишите. Хочу вторую часть, хочу продолжение. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас, перейдя в наш телеграм-канал и отправив нам донат, либо подписаться на наш закрытый телеграм-канал и отправлять нам также донаты, но уже чуть побольше. Все это очень легко делается с помощью телеграма, с любой карты мира и из любой точки планеты. И то же самое можно сделать, подписавшись на YouTube. То есть у нас 2 аналогичные подписки, 3 евро в месяц, это закрытый телеграм-канал, либо здесь на YouTube. Вот поэтому, где удобно, подписывайтесь с любой карты мира. В YouTube только иностранные, в Телеграме можно еще и российские. Да, в закрытом телеграм-канале для патронов мы обсуждаем какие-то актуальные новости, принимаем от вас на обсуждение ролики, новые темы для создания видео для этого канала и просто иногда болтаем. Так что приходите, там бывает интересно. А я хотел бы отметить, что именно этот выпуск мы, кстати, делаем по идее, которая была предложена в канале наших спонсоров и патронов. Именно так и есть. Всем мира, здоровья, пока-пока. Сау-благос. Шәһәремә тынгысыз якты төннәремә